вы ходили в детскую художественную студию, и вашим первым педагогом был сам Котляров. Это, конечно, такая очень, мне кажется, важная вещь, особенно в жизни живописца, художника, который начинал свой путь с такого гениального, не побоюсь этого слова, человека. Вот первый преподаватель, первый учитель — это всегда такой пример для подражания и человек, который заставляет, наверное, все-таки полюбить вот ту будущую профессию. Тогда наверняка не было понимания, что это будущая профессия. Это было с подачи родителей или вы сами захотели попробовать себя в этой области? Сколько вам было лет? Сейчас я вспоминаю. Это было, естественно, послевоенное время. Тогда не было таких сейчас кружков и разных секций, куда могли ходить дети. И вот тогда открылась вот такая первая художественная школьная студия в Сухуми. Это Лакербай и Котляров. Родители дружили с Котляровым, он же был сценографом в Абхазском театре. Одним из первых и очень самые такие знаменитые абхазские спектакли. Сценографом был он. И от того, что вот ты просто думаешь, куда могут пойти дети. Вот пойдут дети на рисование. И вот так вот мы с сестрой ходили, не только, и мне кажется, 10-10 школы, ну вот начиная от моих не одноклассников, но вот со школы очень много было детей, и взрослых, и разных возрастов. Так что тогда это просто ты приходил и отдыхал, развлекался, их там встречали. То есть это было обычное такое времяпровождение. Это сейчас ты со стороны вот через много лет так пересматриваешь, а тогда, да, хорошо было, потому что абсолютная свобода, ты приходил, на самом деле мы делали то, что мы хотели, все дети рисовали как хотели, что хотели, практически не критиковал, мог подходить, говорит, мне бы так научиться, особенно к маленьким детям, которые, правда, вот что я на всю жизнь запомнила и осталось, он не разрешал писать маленькими кистями. То есть неважно формат бумаги, но кисть должна быть широкая. Я помню, как это после войны, вот как найти краски, как родители искали эти кисточки, краски, как выехать, это псов. Ну, в общем, это отдельная история. Как он это объяснял? Почему так? Ну, широкий мазок, свобода, чтобы это такое освобождение, чтобы ты не зацикливался на вот этой вот размер кисточки, и вот как ты сидишь, вот так вот тик-тик, рисуешь, такой вот поточечно пытаешься что-то воссоздать, чтобы эти были свободные мазки. Это осталось до сих пор? Если это осталось, то это уже никуда не уйдет, чтобы ты мог быстро замазать и не зависел, вот чтобы ребенок, вот ты что-то рисуешь, и чтобы в какой-то момент ты мог взять и это все зарисовать и убрать, чтобы ты не зависел от того, что ты сделал, и как тут красиво, и вот я застрял на этом красивом. Но это вот такие какие-то вещи, конечно, они вот у тебя уже, как это генетический код осталось, ты используешь эти приемы, так и остаются. Это все осталось в вас, у вас, однако вы решили выбрать профессию юриста. Художник и юрист — это нечто удивительное вообще, мне кажется. Такая редкость. Как такое произошло? Что пошло не так или так, наоборот, но опять-таки вас потом жизнь вернула к этому всему? Такой был инцидент. У меня все наоборот. Родители очень хотели, чтобы я поступила в художественный институт и училище. Я очень не хотела. И я помню, вот как-то мы встретились, когда Котляров со своими собаками гулял. И он говорит, что, мать, не хочешь? Я говорю, нет, это же хобби. И он так обиделся. Ну, не обиделся, но он потом матери жаловался. Говорит, представляешь, что за дети пошли? Говорит, художник, говорит, это и картина, это хобби. Я говорю, я лучше, говорю, у меня будет настоящая профессия, а это, говорю, хобби. Когда захочу, говорю, начну писать. Ну, в принципе... А мне казалось, что наоборот старшие направляли. Обычно старшие хотят, чтобы дети выбирали серьезные профессии. Хотя у вас творческая семья, поэтому Нет, они родители прекрасно очень не понимают. хотели. Они не понимали, где я и где юриспруденция. Но, в общем, да. Вы окончили Да, юридический факультет. да, гражданская специализация, Экологическая направленность да, еще, да, насколько да, ты откуда знаешь? А я вычитывала. Да, экологическое право и дипломное у меня, между прочим, рациональное использование объектов животного мира Республики Абхазия.
до какого года. В Министерстве экологии, конечно, потеряли невероятный кадр. Однако, окончив университет, вы все-таки вернулись к живописи. Нет, не сразу. Не сразу? Вы Нет. работали по профессии? Ну, я работала тоже не сразу, чуть позже я работала в социальной службе. 2 года в социальной службе. Есть вот такой небольшой опыт работы. Так, нет. Потом по истечению времени я решила окончить Сухумское художественное училище. Педагоги были Виталий Янкович Кацуба и Зоя Джинджел. Там отучилась. Ну, вот так вот. Все как-то вот наоборот. Ну, зато Если не весело. ошибаюсь, с 2015 года вы активно прям начали работать, выставляться. Возможно, работать вы начали еще раньше, но выставляться начали с 2015 года. Да. Я вообще даже, если честно, у меня, в принципе, естественно, что накапливались работы, но я себя не рассматривала с позиции художника никогда. И потом у меня не было планов выставлять эти работы. Просто, вот если честно, мне сейчас сложно вспомнить, как оно произошло. Да, первая выставка это спланировала не я, это мои друзья. Интересная история там есть, кстати, расскажите об этом. Да, это на мой день рождения мне подарок сделали друзья. Они собрали мои работы, ну, в шутку скажу, что они хотят их сфотографировать. А потом я вышла на набережную, увидела свои работы и убежала, естественно. Убежала, да. Вот такая вот у меня была первая персональная выставка. Не запланировано. Да, нет, вообще не запланировано. Я еще к ним подходить не могла, я их даже не собирала. Я говорю, вот принесли, вот вы их собираете. Да, так, конечно, потом впоследствии всегда это с удовольствием вспоминаю, потому что, правда, был такой большой, настоящий такой подарок, памятный. А потом не помню, как получилось, но от того, что вообще мне повезло, что у меня все-таки среда художников. Мои родители дружат, я их многих знаю с детства. У меня всегда была возможность обратиться к ним с вопросом, за советом. И вот эта вот такая какая-то неформальная обстановка, она тоже способствует, что можешь... Ты все равно же нервничаешь, когда ты показываешь свои работы, ты нервничаешь, чтобы услышать критику. И вот эти вот разговоры, когда пошли, вот когда кто-то увидел твою работу, и вот когда начинают твою работу оценивать, ты же уже понимаешь, что ты как-то растешь, что уже, то есть ты в себе уже начинаешь замечать изменения. В общем, это очень сложный разговор, мне правда сложно об этом говорить, потому что это какое-то, правда, стечение обстоятельств. Сама не знаю, как так случилось. Когда я только начинала, решила заново уже более серьезно писать, я получила очень большую поддержку от Галины Допо, художницы Диана Допо. Я помню, я ее так доставала. Вот каждая написанная работа, я ей звонила, она приезжала ко мне, она корректировала мои работы. Ну, то есть это тоже большой труд, и ты тратишь свое время. Я ее мучила, за что я ей очень благодарна, много чему научилась. Потом был какой-то период, когда вот, как это сказать, я застряла. Вот все в трубу. Вот никаких мыслей, никаких образов, ощущения, вот как сквозная труба. Вот такой, вот такой в голове. И я позвонила Адгуру Дзидзария и попросила его о помощи. Закончилось тем, что я начала опять приходить к нему в мастерскую со своими работами. Я очень многому там у него, конечно, научилась. Тоже хорошая школа. В общем, получается, что несмотря на такое вот профессиональное образование, оно у меня было достаточно маленькое, связано с художеством. Вот эти работы с художниками в их мастерских и их критика, которая давала мне идти наверх. Критика в таком смысле, что они тебя критикуют для того, чтобы ты посмотрела на свои работы под другим углом и смогла исправить и доработать, поработать. Мне очень помогает сейчас Диана Хит, Бабатал Джопа, потому что ты вот когда можешь прийти, а у нас же опять же, я опять повторяюсь, отсутствует искусствовед, и получается, что
ты ходишь к другим художникам, они отрабатывают твой материал, и их советы, это правда очень ценно. Художнику, вообще творческому человеку нужна, так скажем, сцена. Это для нас выставочный зал, это как для актера сцена, для певца сцена, для режиссера пространство. Нам всем необходимо. Потом, если ты не будешь выставляться, это каждая твоя выставка, каждая твоя работа выставленная, это какая-то вот черта, вот ты уже можешь, ты идешь дальше, ты уже высказался. Это как напечатанное стихотворение или книга. Ты ее закончил, и ты можешь уже приступить к другому материалу, либо дорабатывать его снова, но уже в другом формате. Выставляться просто крайне необходимо. И это не имеет значения, в каком возрасте художник, и молодой, взрослый. Это такая обратная связь. Потом, вот не может быть, чтобы это было второстепенно что-то или первостепенно, потому что все-таки пишешь для людей. Оценивать тебя могут такие же люди, как ты. Это такая вот обратная связь. Я не говорю, что мы все люди разные, художники разные, все они воспринимают по-разному информацию. Тем более, как у нас любят говорить, это мне нравится или не нравится, и художник не обязательно, чтобы прислушивался к мнению. Он просто говорит, вот это я вот так вот думаю, я вот так поработал. Помимо того, что у нас мало выставочных пространств, что очень сложно, особенно для молодых, но есть такая вещь, вот лично у меня, я помню вот эту поддержку взрослых художников в отношении себя. Они все равно пытаются тебя поддерживать. И даже когда тебя критикуют, там вот это слово многие художники и вообще люди воспринимают, если это критика, что это отрицательное явление. Нет. Критика – это такая форма выражения, которая, в принципе, дает тебе возможность расти дальше. Критиковать тоже надо уметь. Потому что нельзя обидеть человека, потому что у тебя же нет цели его обидеть. Ты просто выскажешь свое мнение. Не обязательно, чтобы критика была обоснованная. Тот же самый критик, он может ошибаться. Но это только показывает время. Но факт в том, что вот есть вот этот процесс общения критики и автора, то это очень важный процесс, который дает рост так же, как и художнику, так же и критику. Вы оба вместе растете. Потому что мне очень жалко, что у нас нет искусствоведов, и что, вот, допустим, каждая выставка, она нуждается, чтобы потом, тем более у нас сейчас есть социальные сети, у нас есть разные площадки, где люди могли бы писать отзывы, что очень интересно. Опять же, не исходить, это было красиво, вот это вот мне понравилось. И точка. Что значит для тебя красиво, что значит для тебя понравилось. То есть, конечно, это очень сложно, правда, сложно формулировать искусство. Но если те, кто могут, то это было бы интересно почитать, потому что для каждой творческой личности это очень важно услышать, что человек увидел, почувствовал, что изменилось в его жизни. Вообще я не считаю, что искусство может что-то изменить в жизни человека, или там, стоит ли у нее цель, задача что-то менять или спасать, или еще что-либо, но зато оно имеет определенное влияние. Оно может указывать определенный мейнстрим. То есть оно может тебе, оно показывает какие-то проблемы. То есть в любом случае авторы, они рефлексируют по поводу того, что происходит вокруг нас. И естественно, что если, возвращаясь к выставкам, вот есть вот какой-то определенный период, ты его отработал, это твой материал, который ты пережил, потом ты делишься им. И сказать, что ты делаешь только для себя, лично я не могу сказать за каждого. Нет, это я не делаю только для себя. Процесс доставляет мне безумное удовольствие, несмотря на то, что ты потом иногда выходишь оттуда весь вот такой
скукоженный, уставший, иногда очень разочарованный, потому что ты не всегда собой доволен, а иногда очень доволен, а на следующий день ты в шоке от того, что ты вчера был собой доволен. В общем, такой постоянный жуткий процесс. Но это для того, чтобы туда пришли люди. Это вот для тебя, для вас, для каждого, потому что очень важно. Сейчас мы с вами гуляем по набережной самого лучшего города на Земле. У каждого он свой, конечно же. Ну, вот так, на наш субъективный взгляд, он лучший и самый любимый город. Однозначно, среда, в которой мы обитаем, на нас очень сильно влияет. Вот хотелось бы немного поговорить об этом влиянии, насколько вы чувствуете, и вот в разные периоды своей жизни ощущали ли вы ту самую привязанность к этому городу, к каждому уголку, к людям, которые живут в этом городе. При всем том, что вот вы такой человек неравнодушный, как мы раньше говорили, вы всегда за то, чтобы выразить свою позицию, можно даже сказать гражданскую позицию, активную такую. Выражается ли это все в ваших работах? И любовь, и отношения, и вот все остальное, вытекающее из всего этого. Спасибо. Я вообще ожидала другой вопрос. Ну ладно, мне понравилось. Сейчас теперь я по-другому. Учитывая, что мы живем в то время, в которое у нас есть, и раз ты художник, и ты связан с искусством, кто-то работает со словами, кто-то с краской, кисточкой, материалы у всех разные, мы можем высказываться. Но мне кажется, что я пытаюсь как могу высказываться, и это моя форма. Вот это вот мое искусство, что я могу высказаться на бумаге или на любом материале то, о чем я думаю. И везде есть мой город, я думаю, что да. Он везде есть. Он все равно присутствует, он часть меня, я часть него, и мы продукт этого города, этой среды. Мне кажется, я закрутила, завертела в своем предыдущем вопросе. Я вернусь к той мысли, которую вы, скорее всего, хотели выразить. Город меняется, облик города меняется с годами. И, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Да. И вот та самая активная гражданская позиция наша проявляется в том, что мы с чем-то согласны, не согласны. И особенно вот в последнее время пошла такая тенденция, когда исторический облик города становится не совсем, так скажем, презентабельным, что ли, чтобы не обидеть. Вот. И при этом вот мнение людей неравнодушных стало выражаться прям активно. И мне такая тенденция очень симпатична. Да, это здорово. Как вы считаете, насколько это все важно? Ой, это очень важно. И имеет ли эффект? Вот что самое важное. Ну, я, знаешь, как с чего начну? Во-первых, чтобы не подумали, я за новшество. Я люблю все новое. Я понимаю, что мы все живем по правилам мирового созидания, и все меняется. Невозможно, чтобы не менялось. И пускай меняется и новшество, и новая архитектура, и новые технологии. Все это влияет и на наш город, и на наше общество. Но всегда есть определенные критерии, какая-то черта, за которую не стоит переходить. Потом есть определенный круг профессионалов, которые посвятили свою жизнь изучению города. И что это вообще такое город? Это не просто вот картинка, в которой ты живешь. Это то место, которым удобно всем. Людям разных профессий, разных социальных кругов вообще. То есть делать только то, что ты думаешь важным, и с целью выгоды, это, конечно, очень неправильно. Естественно, что экономические какие-то запросы, они ведут есть определенная диктовка, и вообще хорошо, что город строится, должны быть новые здания, у нас очень много новых, даже уже не новых, это в принципе, мы их считаем молодыми, но это состоявшиеся архитекторы,
городские жители, которые живут уже в нашем городе. Я думаю, что у нас есть с кем можно посоветоваться и идти дальше. Это замечательно, что у нас сегодня есть команда молодых людей. И вообще, мне кажется, пошла такая тенденция, что выражать свою мысль, это не означает вмешиваться в процесс, это ты просто озвучиваешь то, что ты происходит вокруг тебя. И это, в первую очередь, ты неравнодушен. Надо вмешиваться во все, что происходит. Это культура, которая к нам приходит, так скажем, с Запада, но она правильная, она мне нравится, и на этом можно построить очень многие правильные вещи, даже интересные дома. Ваше имя связано с онлайн-галереей современного искусства Авада. Ой, конечно, это наш ребенок с Дианой Хитпо. Да, вы вместе с Дианой Хитпо открыли не так давно, чтобы рассказывать миру о произведениях искусства, об абхазских художниках, Я сразу так авторах. улыбаюсь. Да, я люблю эту тему. Да, это ваше детище, Да. о котором вы с удовольствием наверняка расскажете нам. Как вообще зарождалась идея? И то, что вы планировали в самом начале, то, что получилось в итоге, это одно и то же? Или однозначно есть к чему стремиться? Всегда человек хочет развиваться, расширяться и идти в ногу со временем, придумывать что-то новое, расширять свои границы. Но основная идея, она воплотилась в жизнь в том виде, в котором вы планировали, или как? Но мы пока растем, пока точки нету, это продолжение истории. Но эта история у нас появилась в пандемию, когда все пространства были те маленькие, когда я говорю все пространства, их у нас и так мало. И вот эти, да. Выставочный зал, и еще... Ну, есть склад, центральный выставочный зал, Айнар, второй этаж, детская художественная студия Айнар. В общем, их не так много, и они закрыты, эти площадки. И, во-первых, помимо того, что они закрыты, еще вот эта вот пандемия, и получается, что это же не только нас коснулось, это коснулось всего мира, и весь мир ушел в интернет, ушли на онлайн-площадки. И вот так вот у нас зародилась идея, что нам не хватает, мы все время с Дианой обсуждали, что мы хотели бы иметь хотя бы одну комнату, вот Авада, чтобы мы могли делать там все, что нам в голову взбредет, крайне необходимо. И собирать работы, ходить в мастерские наших художников. И эти художники, все, которые там представлены, разной возрастной категории, разных национальностей, но все, которые работают в Абхазии или были связаны с Абхазией, и все наши современники, которых мы очень уважаем, любим, ценим и гордимся. Вот сейчас у нас за последнее время то, что мы проработали и сделали несколько выставок, особенно одна наша любимая, это связано с Национальной картинной галереей, это тоже я буду говорить. Самая большая проблема для нас стоит. Мы сейчас все-таки планируем, ищем пространство, чтобы соответствовала вот так вот именно одна комната, Авада, она же у нас онлайн-галерея, и мы хотим сделать уже живую галерею Авада. Так что, товарищи, если вы знаете, что что-то стоит в аренду, я пользуюсь случаем. Нам срочно нужна настоящая Авада, именно одна Авада. Комната. Из наших в Аваде было несколько выставок, именно сама как Авада. Тем более, сейчас я сразу озвучу, у нас не было опыта с Дианой кураторства. Это все-таки отдельная профессия, отдельный опыт работы. И ты как бы учишься этому, тем более все-таки мы себя позиционируем как действующие художники, нам все-таки пока интересно самим работать, писать, ну и попеременно пытаемся работать с Авадой. Это была выставка, я сейчас возвращаюсь, это вот одна из первых выставок, это
выставка однодневная в Национальной картинной галерее, которая, я очень надеюсь, что когда-нибудь она у нас будет. Тем более это здание уже есть. И все работы, которые у нас есть в фонде, их уже более чем 5000. И сотрудники нашего банка, сотрудники нашего фонда, они перейдут в это здание, будут там работать, принимать там гостей. Во-первых, если будет удачно поставлена работа, есть же представление все-таки, что музей, культура, искусство – это экономически невыгодно. Но это все зависит от людей. Кто работает, от креативности мышления и от любви к этому. Если ты любишь, то ты сможешь сделать так, чтобы это было, в принципе, экономически выгодно, и чтобы людям было интересно туда приходить. Ты можешь делать же не только, помимо постоянной экспозиции, можно сделать площадки, мастерские для обмена нашими молодыми художниками. Сколько у нас молодых художников, которые не имеют свою мастерскую. Мы многих привозили в мастерскую Дианы, и там фотографировали их работы. Есть возможность поехать в мастерскую, тем более людям интересно, когда ты входишь в мастерскую художника, ты видишь его микромир. А тут у молодежи, они, между прочим, и тот процесс, когда в тебе правда все кипит, и ты хочешь работать, и негде. Тем более я сама знаю, что это такое, когда ты спишь и в спальне. Этот запах, это просто жутко. И члены семьи тебя хотят побить, но терпят. Вы классическая традиционная мама или... Это надо у Гены спросить. Я не знаю, какая я мама. Я очень вспыльчивый человек, эмоциональный, но я могу сказать, что я не только... Мы друг друга воспитываем. Я вот вместе с ними... Я не знаю, что такое иметь детей. Я же тоже учусь. Никто не родился. Как надо воспитывать детей? Кто знает? Кто знает? Иногда ты я думаю, всем знакомо, когда маленькие дети дома, когда ты просто мечтаешь уснуть. А если ты вот эти 2 часа и стоишь, и вот только ты взял, и вот этот мазок сделал, и вдруг ты слышишь звук, все. У меня в семье все любят поесть. И не смешно. Попробуй их не накормить. Лимон? Женщина, мать, она всегда про создание уюта в доме. Но когда ты параллельно работаешь, у тебя миллион идей, и ты там реализуешь какие-то свои проекты, свои идеи, еще надо вот при всем этом успеть быть мамой, супругой, дочерью, миллион социальных ролей. Это же все сложно. Как это все удается совместить? Я думаю, что не надо про это думать. Вот есть, да, конечно, если ты сидишь, анализируешь, и вот если... Я сейчас послушала, мне показалось, что у меня очень тяжелая жизнь, но я так не думаю. Вот я правда сейчас пока сидела, да как-то это все очень грустно. Нет, просто не стоит на этом зацикливаться и вообще думать, просто ты пошагово делаешь. Если что-то можно отложить, если что-то горит, надо быстро бежать и делать. Все в зависимости от ситуации. Сама ситуация тебе подсказывает, а потом, в принципе, у меня всегда есть свободное время, чтобы пойти к себе в мастерскую, что-то сделать. Иногда даже бывает, что у меня есть свободное время, но я мимо прохожу. Не могу туда зайти. Не знаю, как это объяснить. Вот так могу пройти мимо, потом заглянуть и обратно пройти мимо и не зайти туда, а потом говорить, что весь мир виноват в том, что я не могла туда попасть. В общем, и если жалеть себя или думать о том, что как все это сложно, то, наверное, сложно. А если ты к этому относишься легко, мне кажется, все зависит от тебя, от твоего отношения к тому, что вокруг тебя происходит. Но семья вас поддерживает всецело. Да, конечно. Нет, сейчас я исхожу из того, что вокруг меня, правда, у меня большая поддержка со всех сторон. И семья, и друзья, и родственники, и близкий круг, и дальний круг. И, наверное, поэтому мне повезло, и я не чувствую, что у меня есть какие-то сложности. И даже если сложности есть, но они бывают, и это нормально. С творческим человеком
говорят, что сложно ужиться. Да, это не весело. Что говорят об этом ваши дети, супруг, Ой, это надо их родственники послушать. Это вот, близкие? ну, дочь у нее уже, в принципе, такой возраст, когда у нее своя комната, и когда она 24 часа сидит в своей комнате, поэтому я думаю, она настолько уже тот возраст, когда ты зациклен на себе, и что все вокруг тебя крутится. Ей особо не интересно, что она один раз прошла мимо нашей выставки. У нас в музее банка была выставка. И мой ребенок мимо прошел, она даже не зашла, зная, ой, привет, мама, и пошла дальше. Ей 16 лет. Ей вы говорите. 16 лет, да, у нее своя жизнь. А у младшего сына, был нюанс, его раздражали запахи. Но сейчас я как-то последнее время с тушью работаю, реже с маслом, и пытаюсь маслом работать, когда их нет. Ну, то есть я знаю, что проветрится пространство. Это вот моя бабушка, это вот мой дедушка, Хагба, Золотинский Хагба. А это его родная, по-моему, это его родная сестра. Тоже. Это вот мои родственники. Да, уголочек ваш, который хранит и историю, и ваши личные работы. Но потом они же, так, эти фотографии, это же почти написаны. Это же в то время почти ретушь, это все рисовали, тем более реклама корейской косметики. Вообще текстуры кожи нету. Да, да, да. А есть здесь среди работ вот прям ранние ваши работы? Они там в зале, Не так? да. Как раз посмотрим. У вас вообще пространство тут очень творческое, интересное. Ну, у меня этот муж самоучка-дизайнер. Это Баталджи по работа. Да. Маяк. Маяк — это очень мой любимый. Это место, часто туда ездили. Сейчас в последнее время по пленэру не получается. Суеты много, а так вот был период прям. Ну, у вас такой интересный тандем образовался, вообще четверка ваша. Баталджи По, Саид Возба, вы, Диана Хиндба, очень часто работаете вместе. Да. Как это все случилось, произошло, с чего все начиналось? Понятно, что вы все дружите, вы хорошие отношения поддерживаете, но... Ничего так, ну, сейчас я пытаюсь вспомнить. Батал с Дианой, они, в принципе, очень часто, и до меня, они всегда ездили писать вместе. Потом как-то Диана мне предложила, естественно, кто бы подумал бы, я сразу все схватила и побежала. Потом вот кому-то предлагали, просто знаете, как получается со временем, не у всех на самом деле получается, не потому что не хочется. Даже пару раз Тимур Хайтан вот с нами 2-3 раза был. Во-первых, ты учишься, а потом вот, когда ты вот на пленере отработаешь вот эти этюды, потом ты можешь дальше вот этот материал использовать уже в мастерской, дорабатывать. Это вот, можно сказать, что это тоже учеба. Учишься, пока ты, потому что это и сложно, потому что у тебя есть какой-то небольшой промежуток времени, ты должен за вот это время написать то, что ты видишь. Еще время занимать, пока ты найдешь, что ты хочешь написать, и ты ходишь, как эта собака, и маешься. Вот. А вот подсматривать, подглядывать Да, у конечно. коллег? Ну, это не называется подсматривать. Ты просто приходишь, ну, ты все равно смотришь на работы. Ты смотришь на работы, и естественно, что Батал приходил... Нет, там не столько перенимаешь, сколько Батал приходил. У каждого все равно свой язык. Ты... Сейчас так, ну да, он приходил, нам было важно, чтобы он подошел и критиковал наши работы, что мы здесь делали не так, что нужно исправить. Ты радуешься этой возможности. А потом, в принципе, да, когда ты каждый день с кем-то работаешь, скорее всего, но это на бессознательном уровне, когда ты что-то перенимаешь. Но перенимаешь это вот, ну как сказать, даже не знаю, это, ну может быть какая-то палитра цветовая, яркость. Потом вы же пишете одно и то же место, то есть ты не можешь восприниматься, тем более у нас Сухум солнечный, мы писали всегда в хорошую погоду. Давайте пройдем дальше. Ой, вот тут интересная работа.
Это да, это мои, это вот 11-12 год. О чем, про что? Семья ли это? Это просто так повисело вместе, на самом деле у них разница, ну, может быть, все равно даже в полгода. Это масло, оно долго у меня сохло, потом тогда у меня были дети маленькие, у меня не было столько возможности, допустим, по 2-3 часа находиться и работать у мольберта. Не помню даже, вы знаете, мне сложно о них рассказывать. Вот что тебе в голову взбрело, то это и делаешь, а потом... Либо есть такие работы, которые у меня были написаны, но я их уже замазала, в смысле их уже нет, либо новая работа на них написана. А есть такие, к которым ты вот как-то привязываешься, даже если бы ты захотел бы что-то в них поменять, но ты их не трогаешь. Просто вот какой-то вот... Вообще уже хочешь их оставить такими, какие они есть, и да, вот так вот и остаются. Персональная выставка движения прошла в 2021 году. Работы, которые были представлены на выставке, были написаны во время локдауна. Как вы сами признавались нашим коллегам в том, что получился некий экспериментальный материал. Что это такое, о чем, что вы имели в виду под этим словосочетанием? Это новые подходы, новая техника, может быть, что-то непривычное лично для вас и для зрителя. Новая техника, это сложно сказать, потому что касается в живописи, пока вот что-то такое вот новое, что появилось, мы все используем все, что уже все было, просто язык другой. Ну, когда локдаун, материал закончился, мне Диана Хинтба подарила бумагу, которая собиралась в магазине Нижнего Белья. И эта бумага у меня, наверное, где-то полгода, если не больше, вот так в углу лежала. И когда ты застряла дома, заходишь в мастерскую, а привычного материала нет, и уже начинаешь придумывать, что делать. И сперва вот я пробовала, вот у меня была черная тушь, кисточка, она у всех есть, она стоит всегда. И сперва ты пробовал вот как такую вот классическую технику попробовать. Естественно, что не могу сказать, что что-то получилось, что я осталась с собой довольна. Ну, в общем, когда ты сидишь целыми днями, я лично для себя, это для меня новое, не для кого-то новое, а лично для меня новое, когда у туши появилось, что тушь может быть живописной, что графика может быть живописной, что, то есть у тебя есть возможность сделать с бумагой, кисточками, любым материалом все то же самое, что ты обычно проделываешь с холстом. То есть вот такой клочок бумаги, и ты можешь его вымывать, наносить краску, что-то приклеить, вырезать. То есть ты можешь делать все, что там хочешь. И в смысле такая графика, которая тебя ни в какие рамки не сужает тебя. Я помню, как я позвонила, я говорю, можно смешивать тушь? Мне казалось, что вот тушь нельзя смешивать. Все батал джопу. И он говорит, делай, что хочешь. Ну, вот это вот, как говорится, не больше 3 цветов. И ты, когда видишь, что ты можешь выводить, имея, между прочим, 2-3 коробочки туши, это сейчас у меня, естественно, благодаря моим друзьям, они, когда откуда-то приезжают, они мне привозят уже, есть различная невероятная палитра, туши, вот такие маленькие баночки. И это просто ты пока на них смотришь, одно эстетическое удовольствие. И естественно, что палитра увеличивается. Но вот тогда у меня была небольшая палитра, но вот эта возможность, что ты можешь ее вымывать, вычищать, вымазывать, царапать, да, интересный был опыт. И вот тогда мне вот Батал сказал, что это больше похоже, говорит, на авторскую технику. И сложность столкнулась с тем, что это в итоге получилось, что это не графика. А все, что написано на бумаге, это графика. В итоге она, правда, не графика, но не знаю. Вот она, авторская техника, которая появилась. Да, в общем, сказать, что это что-то новое, да. Сама не подозревая того. И, во-первых, я не считала, что это интересный материал. Как-то он у меня лежал, я его так вот накопила. И когда я показала художникам,
И по реакции, по вниманию, по спорам я поняла, что правда что-то интересное получается. И что-то получилось интересное, что можно работать дальше и что-то искать. Когда такие удачные эксперименты получаются, вы себя хвалите? Конечно. Ой, какая я молодец. Да, и чувствую себя просто, если вдруг вот это ощущение, когда ты что-то написал, и ты так собой гордишься, вот этот момент, и вот это для меня тоже такой определенный момент, я очень счастлива. Я думаю, какой кайф, это же необыкновенно. Но ужас в том, что опять я же рассказывала, что ты можешь встать через 2-3 дня, посмотреть, ничего интересного в этом нет. Какой ужас! Ну, сейчас не ужас, но ну и что, тут ничего особенного. Но всякое бывает, а иногда, ну, чаще всего, мне кажется, это у всех. Это ты чаще всего недоволен собой, все время переживаешь. Но при этом работаешь, все равно надо делать то, что ты, как ты понимаешь, вот как лично ты понимаешь, как лично ты думаешь, и работать над материалом так, то есть от своего пути лучше не отходить, то есть и не изменять самому себе. Художники вообще любят планировать. Как вы сами относитесь к планам? Краткосрочным, долгосрочным, есть какие-то идеи, которые вы хотели бы реализовать, однозначно они есть. Зависит от самого художника, но мне кажется, что да, ты не можешь что-то для себя, каких-то планов не иметь, они у тебя в любом случае есть. Правда, за последние 3 года это все так сомнительно и все так зыбко, отсутствует чувство стабильности, ты все время думаешь, нужно ли вообще что-либо планировать, особенно что касается долгосрочных планов. Ну, у художника, я думаю, у каждого художника, если что-то говорить о планах, это какая-то его личная персональная выставка, потому что это вот какой-то этап. Ты проходишь, ты ставишь точку, и уже потом у тебя есть возможность, что вдруг возникнут новые идеи, новая мысль, потому что до выставки ты с каким-то материалом застреваешь и никак не можешь вылезть. А выставка, ты все завершил, вздохнул, закончилось. Избавился от этого Избавился периода и да, пошел и дальше. пошел дальше, да. Through a screen, there ain't nothing in between to me. This might as well not be real.